Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы работаем в студии пресс-центра Абхазского телевидения. Наш спикер Гопья Кама Витальевна, куратор социальных проектов. Тема встречи – отчет по двум важным акциям, проделанными организацией Кераз. Это акция, посвященная обеспечению школьными принадлежностями детей, и акция к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как мы знаем, деятельность благотворительных организаций приобретает очень важное значение в последнее время в решении важных социальных проектов. Одной из таких организаций в нашей республике является как раз-таки общественно-благотворительная организация под названием Кераз. Эта организация занимается поддержкой социально незащищенных слоев населения. По тем данным, что у нас есть, сегодня на попечении организации более 400 человек, которым организация оказывает всевозможную консультативную, материальную, медицинскую, социально-психологическую поддержку. Я думаю, более подробно об этом нам расскажет наш гость, уважаемая Кама Витальевна. Пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо. Добрый день всем. Прежде всего хочу поблагодарить АГТРК за возможность провести такой важный отчет для нас на площадке вашего пресс-центра. Да, сегодня мне бы хотелось провести пресс-конференцию по итогам двух самых важных наших акций, которые мы провели. Первая акция, по которой будет отчет, это акция «Счастливое 1 сентября». Задача нашей акции, прежде всего, это обеспечить школьников из многодетных семей, из социально неблагополучных семей полным набором школьных принадлежностей. Но основной целью этой акции является привлечение общественности к проблемам неблагополучных семей и к возможности оказания конкретной помощи, адресной помощи этим людям. Итак, если переходить на цифры, значит, сбор средств у нас осуществлялся с 1 августа по 5 сентября. Значит, за это время мы предоставили возможность людям несколько вариантов помощи. Значит, первое, у них была возможность перечислить средства на нашу карту Тинькофф, была возможность перевести средства на наш расчетный счет или же пожертвовать канцелярию и школьные принадлежности к нам в офис. Значит, на полученные средства мы уже третий год осуществляем заказ на территории Российской Федерации. И в этом году, 26 августа, мы получили наш заказ в канцелярии. И с 29 по 31 августа это был основной этап раздачи канцелярских принадлежностей. Что касается поступлений, то общая сумма поступлений – это 662 842 рубля. И общая сумма расходов – 678 154 рубля. Хотелось бы расшифровать все эти суммы. Значит, на карту Тинькофф поступило 425 396 рублей. Из них хотелось бы отметить, что у нас есть спонсор, который практически каждый наш сбор принимает участие. Это Александр Потапов, который перечислил нам 200 тысяч рублей. И в Гагаре есть САП-станция, так и называется Гагра-САП. Они провели свою акцию и перечислили нам 63 950 рублей. И отмечу нескольких крупных спонсоров. Это Харазия Диас 20 тысяч рублей, Аста Чукбар 15 тысяч рублей, Светлана Габуния 11 111 рублей. И Мадина А, к сожалению, фамилии ее не знаю, так как скрыты данные на карте, 12 300 рублей. Вот. Сумма, поступившая от бизнесменов именно на наш расчетный счет, то есть это те суммы, которые перечислили по нашим запросам. Ежегодно мы отправляем письма бизнесменам в различные предприятия. И вот второй слайд нам показывает о том, какие организации и какие суммы нам перечислили. Здесь отмечу, что абоненты Аквафона и Амобайл тоже мы вот в этом слайде сюда добавили эти данные. Не такие большие, но тем не менее это люди, которые отправляли смс и USSD команды. Вот.
Здесь все данные. И далее по расходам. Общая сумма расходов из собранных средств, как я сказала, 678 рублей, 678 тысяч 154 рубля. Конкретно товаров, которые именно мы купили, как я сказала, на территории Российской Федерации, вышло на 642 тысячи 84 рубля. Вот, организационные и транспортные расходы у нас вышли на более чем 36 тысяч рублей. Также хочу отметить большое участие Сухумского офиса детского фонда ЮНИСЕФ. Мы на их средства здесь в наших магазинах приобрели товары на 128 357 рублей 90 копеек. Также общественная благотворительная организация «Панорама» перечислила нам 10 тысяч рублей, то есть на эту сумму мы в конкретном магазине смогли приобрести канцелярию. И были люди, которые просто нам пожертвовали канцелярию в офис. Это Роман Адлиба, Сабина Харджеля и Гунда Харазия. Теперь, что касается того, сколько было детей охвачено. Количество семей, которые мы охватили, это 436 семей. И итого детей 1165 детей мы охватили. Это дети преимущественно, которые являются нашими подопечными. Также мы смогли охватить семьи, которые предоставила нам социальная служба. То есть бывают семьи, которые у нас на учете не состоят, но их сопровождает социальная служба, и они ежегодно нам предоставляют списки, мы вот помогаем этим семьям тоже. Помимо этого, конечно, были люди, которые просто услышали о том, что выделяется канцелярия, и они просто приходили и просили помощи. Мы таким людям тоже не отказывали, так как у нас была возможность им помочь. Что касается самого набора канцелярских принадлежностей, то это был полный набор, начиная от точилки, заканчивая транспортирами, циркулями. То есть по наименованию выходило, в зависимости от того, в каком классе дети, где-то 24-25 наименований выходило. И все это мы старались рассчитывать с учетом того, в каком классе находится ребенок. А все эти наборы были индивидуальными, то есть на каждого ребенка был его набор в канцелярии. И по итогу каждый родитель подписывался под бумагой, которую мы предоставляли. То есть это был акт приема передачи. Здесь, конечно же, мы благодарим все организации, которые нам выделили финансовую помощь. А также мы бы хотели отметить депутата парламента Беслана Халваш за помощь, министра финансов Владимира Делба, директора республиканского стадиона Амич Байнала. Также хотим огромную благодарность выразить сообществу водителей трансфера Республики Абхазия в лице Хашба Михаила и лично участников этого сообщества водителей Аляса Воба, Вадима Квиквискири, Астамура Тужба, Вианора Киря и нашего подопечного родителя Эмзара Квиквискири. Именно эти люди помогли нам перевести все наши канцелярские принадлежности через коробку, чтобы вы понимали, на это ушел весь день, то есть днем они поехали, и на следующее утро они приехали. То есть они всю ночь пробыли на границе для того, чтобы была возможность это все перевести. Конечно же, мы хотим поблагодарить всех наших волонтеров, которые нам помогали в сортировке и выдаче канцелярских принадлежностей. Прежде всего, Ассоциацию молодежи Республики Абхазия АПЭПШ в лице руководителя Аделя Какубава и волонтеров Чхиквадзе Аиду, Магарян Адриану и Агумава Амину. Также поблагодарим наших волонтеров. Это Дима Ладария, Собянина Юлия, Миранда Гураля, Максима Меева, Амра Тарба, Мэгги Камки, Асария Зухпа, Вика Нагибина, Дауд Лазба, Рада Халваш и Ника Берзене. И многие другие, которых мы, конечно же, в этой суете могли просто не упомянуть. Отметим также, что помимо того, что волонтеры оказывали поддержку, уже который год наши подопечные семьи тоже нам помогают во всем этом, в организации. Я отметила бы семью Илоны Вартанян и Ли Марги. Это эти люди, которые много лет вместе с нами помогают.
Ну и, конечно же, сотрудников социальной службы поддержки детей и семей за взаимовыгодное сотрудничество. Также отметим нашего волонтера Асиду Маля, которая как принимала участие в раздаче, так и помогла в освещении нашего мероприятия. Хотелось бы отметить, что мы не помогаем, к сожалению, наверное, нашим подопечным в том, чтобы одеть детей к школе. Мы не обеспечиваем школьной формой. Этим занимаются другие организации. Но в этом году магазин «Лавка чудес» и магазин «Катон Абхазия» попросили, чтобы мы нашли для них детей, которые они готовы были одеть. Также вот выражаем им благодарность за такое участие в нашей акции. На самом деле хотелось сказать, что именно эта акция такая, как сказать, вроде бы радостно, что мы смогли обеспечить всех детей, такое количество детей мы охватили, но с другой стороны это очень печально. Понимать, что больше 1000 детей в Абхазии, а их намного больше, чем тех, кого мы охватили, нуждаются в помощи к 1 сентября и, в общем-то, вообще. Это на самом деле очень печально. Что касается акции «Мой герой». Акцию «Мой герой» мы проводим совместно с нашим первым официальным партнером компанией «Аквафон». На протяжении более 7 лет ежегодно мы оказываем помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. В этом году дата реализации акции была 28 сентября, и выделенная сумма составляла 150 тысяч рублей. На эту сумму мы охватили в этом году 6 ветеранов, которым была приобретена там бытовая техника, мебель, ну, все, что им нужно было. Вот на эту сумму мы разделили ее поровну, мы смогли оказать помощь. 6 ветеранов, получается, некоторые из них, по какому принципу мы выбирали именно этих ветеранов? То есть эти люди, которые состоят у нас на учете. С самого начала деятельности нашей организации, когда мы проводили мониторинг, мы проводили такое исследование о том, сколько ветеранов именно в малоимущих семьях. И мы поняли, что сегодня, к сожалению, очень немало, скажу, ветеранов, которые нуждаются в помощи. В основном это многодетные ветераны. В этом году, помимо того, что эти ветераны сами являются отцами, то есть это были отцы, да, вот тех семей, которые у нас на учете, мы также оказали помощь дедушкам-ветеранам. Вот. Получилось 6 человек. Это Чилоу, Джал, Атара, Абхазская, Мачара, Кутол и Уарча. Общая сумма реализации, я сказала, что выделенная сумма 150 тысяч рублей, но общая сумма реализации проекта 161 277 рублей. 11 277 рублей мы покрыли из собственных средств. За все годы проведения этой акции мы охватили вместе с компанией «Аквафон» примерно 70 ветеранов. Кама Витальевна, было очень интересно, особенно, значит, статистические данные. Спасибо большое. Вот у меня есть несколько вопросов. Как мы знаем, любая вообще благотворительная организация, она не может существовать, как вы верно заметили, без соответствующего финансирования, без источника. А можете вы назвать, вот, наверное, организации и персонально, да, меценатов, которые регулярно, скажем так, поддерживают вашу организацию? Ну, прежде всего, скажу так, у нас есть спонсоры, которые, как вы сказали, много лет ежемесячно нам помогают, а есть организации, которые по нашим запросам ежегодно просто участвуют в тех или иных акциях. Да. Вот тот слайд, который мы показывали ранее, слайд номер 2, можно сказать, что именно эти организации на протяжении многих лет вот именно в этих акциях участвуют. Это Минеральные воды Абхазии, Модатек, Сухумбанк, Нацбанк, Пивоваренный завод Сухумский и все другие. Ежемесячно с самого начала основания нашей организации первым официальным спонсором является компания «Аквафон», который прежде всего покрывает расходы офиса. То есть сотрудники получают зарплату
которое выделяет компания «Аквафон». И далее у нас с ними есть ежегодные акции, которые мы вместе проводим, такие как акция «Мой герой». Когда-то была акция к 8 марта, акция к 1 сентября и новогодняя акция «Асер Хамтас», которая также скоро у нас будет реализовываться. Так, помимо этого, компания «Премиум», компания «Саламандра», «Абснахим», «Абхазмед». Мне сейчас так сложно всех перечислить, но вот это основные, которые ежемесячно нам перечисляют. Спасибо, респект вам и организациям, конечно, которые оказывают очень важную материальную поддержку. Вот. Еще, значит, вопрос такого характера, поскольку мы говорим, значит, об обеспечении школьными принадлежностями детей. Вы мне скажите, а вот, значит, школьники, которые получили соответствующую, да, поддержку, помощь, это в основном школьники городской среды или все-таки сельской среды? В основном это дети из сел, дети, учащиеся интернатов. В Сухуми у нас тоже есть подопечные, но превалирует у нас Ачимчирский район вот всегда. У нас очень много подопечных именно в Ачимчирском районе. Ну, конечно, это сельские дети преимущественно. Те дети, которым мы помогаем. Спасибо большое. Интересно, действительно, очень интересно было. Был хороший отчет, развернутый отчет. Хочу поблагодарить Вроде вас, да. вашу организацию и всех, кто, значит, поддерживает в этом благом деле вас. Спасибо большое еще раз. Это был На этом мы завершаем сегодняшнюю пресс-конференцию.